Уважаемые коллеги, рад приветствовать в Сыктывкаре. Объявляем пресс-конференцию главы Республики Коми Вячеслава Михайловича Гайзера открытой. Пожалуйста. Пока у нас небольшие технические приготовления. Я еще раз рад приветствовать вас в Сыктывкаре на пресс-конференции главы Республики Коми Вячеслава Михайловича Гайзера. До этого мы видели с вами в 2013 году, это было почти 1,5 года назад. Рад приветствовать вас и в нашей студии в Сыктывкаре. И напоминаю, что сегодня мы по старой традиции, устоявшимся уже, организуем прямую трансляцию с нашими информационными партнерами ТАСС в Санкт-Петербурге. Хочу сказать сразу спасибо большое телекомпании «Юрган» за прямую интернет-трансляцию, прямую телевизионную трансляцию. Вы можете наблюдать нас сейчас и по проводному телевидению, и в интернете. И передаю слово Вячеславу Михайловичу вам для небольшого выступления, а потом пойдем к вопросам. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации и находящиеся здесь, в зале, и на обратной связи в Санкт-Петербурге. Для меня большая честь пообщаться с вами сегодня вот именно в таком формате. Действительно, уже целый год прошел, когда мы последний раз именно в таком формате общались. Понимаю, что достаточно много вопросов, естественно, накопилось и у вас, у ваших читателей, у ваших зрителей. Поэтому буду рад, если мне удастся ответить на ваши вопросы, и сделаю для этого все возможное. Пожалуйста, коллеги. Я предлагаю по традиции сначала передать слово нашим коллегам в Санкт-Петербурге. Добрый день, Алевтина Сатикова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Михайлович. Мы рады приветствовать вас из петербургской студии ТАСС. Пропала картинка. Мы вас слышим. Благодарим вас за возможность принять участие в этой пресс-конференции. И если позволите, мы бы хотели задать первый вопрос. Уважаемый Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете итоги работы в 2014 году с экономической точки зрения, с финансовой точки зрения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что оцениваю работу республики в целом в ушедшем 2014 году как удовлетворительную. Учитывая весь тот комплекс вопросов, которые необходимо было решать, тех проблем, которые возникли в ходе исполнения и бюджета, и, собственно, календарного 2014 года. Но если вкратце назвать основные итоги работы экономики республики, макроэкономические показатели, то самое главное, нам, как республике, удалось не упасть в промышленном производстве. Более того, рост промышленного производства по итогам 2014 года составил 0,7%. И что для нас очень важно, этот рост, он наблюдался как в наших традиционных добывающих отраслях промышленности, так и, что еще более важно, и это уже не первый год, более высокие темпы роста были зафиксированы в перерабатывающих отраслях. Да, темпы, конечно, не такие, как в предыдущие годы, но в сравнении с общей ситуацией экономической, сложившейся в стране в целом, и во многих других регионах, я считаю, что это достаточно позитивные результаты работы нашей экономики. Собственно, это подтверждается и теми данными, которые мы имеем по даже не падению, не фиксации, а росту инвестиций в основной капитал. Он у нас составил более 7%, более 145 миллиардов рублей по прошлому году. Собственно, благодаря этому, в том числе, мы имеем достаточно неплохие показатели и по безработице. По итогам года он был зафиксирован на уровне 1,3% от экономически активного населения. Был устойчивый рост
средней заработной платы в республике. Он составил по итогам года 38 800 там, с лишним рублей, 843. В номинальном выражении это действительно рост, более там, 6%. Но мы понимаем, что с учетом той инфляции, которая сложилась, к сожалению, в целом там, в Российской Федерации, произошло небольшое снижение реального роста заработной платы, это порядка там, 1%. Что касается, так сказать, вот инфляционных составляющих, то по итогам года она в республике сложилась 10,9%. Это, конечно, превышает те показатели, на которые мы изначально рассчитывали в начале года, до всех вот этих событий, которые у нас произошли. Но, тем не менее, это очень неплохой результат с точки зрения вообще управления этим процессом, потому что это достаточно прилично меньше, чем в целом в Российской Федерации. Если говорить даже о Северо-Западе, то мы делим в позитивном смысле этого слова второе, третье место среди всех регионов Северо-Запада. А по темпам роста, вот, собственно, цен, уровня цен по итогам 2014 года мы находимся на 66-м месте среди 83 субъектов Российской Федерации и устойчиво входим в 20-ку регионов, где удалось добиться наиболее такого устойчивого положения дел с вот, контролем за ростом цен и тарифов в целом. Поэтому то, что касается вот экономики, данные выглядят таким образом. Что касается продолжения реализации программ по развитию нашей социальной, бюджетной сфере, то здесь мы никаких планов своих, так сказать, не сорвали. Мы уверенно выполняли и выполняем все требования майских указов президента, начиная от позиций, связанных с ростом заработной платы в бюджетной сфере, и кончая теми направлениями, которые, соответственно, зафиксированы во всех майских указах. Мы в том числе и выполнили все свои планы, которые касались развития, продолжения развития инфраструктуры в бюджетной сфере во всех, так сказать, отраслях и направлениях, начиная от дошкольного образования и общего, и кончая, так сказать, заканчивая отраслью культуры, социальной защиты. Поэтому, еще раз подводя вот черту под предварительными пока, естественно, итогами ушедшего 2014 года, повторюсь, считаю их для республики удовлетворительными. Спасибо. Если позволите, у нас есть еще один вопрос. Конечно, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, Виктория Дубовская, ТАСС. Вячеслав Михайлович, у меня вопрос скорее о будущем республики. Скажите, сформирован ли в республике уже антикризисный план? Если нет, то что, на ваш взгляд, в ближайшее время нужно в первую очередь предпринять вот в нынешних экономических положениях вообще страны? Очень хороший вопрос, спасибо. Сразу хочу сказать, что правительство республики на сегодняшний день заканчивает работу над планом мероприятий, но в первую очередь я бы назвал их не антикризисными мероприятиями, потому что в большей степени считаю, что сегодня мы находимся все вместе, ну и республика тоже, не в состоянии кризиса, а в состоянии жизни в новой реальности. Реальности, связанной с новыми сложившимися обстоятельствами, собственно, функционирования экономики страны в целом, и, так сказать, внешнеполитического, стратегического направления и так далее. А это означает, что в первую очередь мы должны думать, каким, это моя точка зрения правительства республики, не над тем, как бороться с кризисом, а как выстраивать сегодня нашу жизнь в условиях новой реальности. При этом обеспечивая ту цель, которая является для республики неизменной. А она звучит следующим образом. Это устойчивое развитие экономики республики, а через это устойчивое развитие социально-экономического положения республики.
Что касается самих временных так сказать, вопросов, то задача поставлена правительству до 15 февраля закончить работу над вот таким планом, при этом обеспечив достаточно широкое и открытое обсуждение вот этого плана действий. Причем обсуждение должно затронуть, вовлечь в себя все, так сказать, широкие слои общественности, депутатский корпус, муниципальный уровень обязательно. То есть это должна быть программа действий правительства республики, понятная всем жителям республики и обеспечивающая две базовых вещи. Это безусловную защиту населения республики от тех негативных так сказать, последствий кризисных явлений, которые мы сегодня имеем, и поддержка, еще раз говорю, устойчивого развития экономики республики как основы для решения всех наших проблем общереспубликанских. Собственно, над этим мы сегодня и активно работаем. Спасибо. Коллеги, я предлагаю перейти в нашу студию. Пожалуйста, Газета «Республика». Вопрос в связи с упомянутой новой экономической реальностью. Будет ли у нас продолжена программа «Европейская ипотека», не будет ли она, скажем так, сужена, а также будет ли реализована идея строительства жилья для бюджетников, которые они могли бы арендовать? Что касается первой части вопроса, то действительно программа «Евроипотека», она продолжала свое действие и в течение 2014 года активно. На сегодняшний день, если память не изменяет, порядка 260 участников воспользовались уже этой программой, фактически получив, приобретя это жилье, и порядка еще 100 участников в этом году активно будет в этой программе продолжать работать. Но мы, проанализировав работу этой программы, приняли решение с коллегами по правительству, что нужно ее, соответственно, двигать дальше, исходя, опять же, из тех задач и приоритетов, которые мы ставим для себя в работе над кадровыми проблемами в республике, над активным привлечением в большей степени молодежи для этой работы, и для решения проблем жилищных у молодых семей, трансформировать и модернизировать эту программу. И, собственно, такой обновленный порядок действия этой программы буквально вчера председателем правительства подписан, будет в ближайшее время опубликована, она вступит в действие в обновленном смысле этого слова. И заключаться она теперь будет в следующем, что она будет направлена на решение, в первую очередь, проблем действительно молодых людей, молодых специалистов, семей в возрасте до 35 лет. Она будет давать возможность получить соответствующую субсидию со стороны республики в размере 20% от первоначальной стоимости жилья, которое будет в рамках ипотечного кредитования строиться именно для этой программы, будет иметь возможность претендовать на субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту. Распространяться, собственно, эта программа будет на те семьи, кто имеет совокупный доход семейный не выше на сегодняшний день 45 800 рублей. И, соответственно, будет давать право в том числе на возможность, опять же, в рамках действия этой программы, получения преференций в случае рождения второго и последующих детей по списанию ипотечного этой задолженности. То есть такая достаточно комплексная теперь программа, которая в себя, на наш взгляд, вобрала все наиболее положительные, отработанном смысле слова, моменты всех наших программ жилищных, которые до этого действовали, и решать будет на сегодняшний момент, основным упорным делом, как раз на то, чтобы решать проблемы именно молодых специалистов, молодых семей в большей степени.
Вот такое действие это будет программа. Что касается программы арендного жилья, то мы тоже не останавливаем эту программу, и фонд жилищного строительства республиканский ее активно занимается. Там, в течение прошлого года, во второй, скажем так, половине года я рассказывал об этой программе, и соответствующие планы, которые этот фонд собирается реализовывать, они заключаются в возможности строительства и соответствующие проектные решения на сегодняшний день ими реализованы. Такого арендного жилья на территории Сыктывкара, это в Затоне, и на территории Сыктывдинского района, это в районе Пичи-Пашни. Ну, собственно, как опытные, что ли, скажем так, варианты, на основании которых будут потом приниматься решения уже для всей республики. Коллеги, я предлагаю еще один вопрос. Роман Истомин, телеканал «Юрган». Помогают с трансляцией, было бы грех не дать им. Вячеслав Михайлович, вот с точки зрения тех средств, которые страна впервые за долгое время планирует не законсервировать, а потратить на дело, на регионы, насколько вот эти средства могут быть с точки зрения госсредств эффективны в использовании? Ну и второй вопрос, что же будет с действующими проектами у нас в республике уже объявленными и уже строящимися? Это и строительство Ледового дворца в Эжве, и набережная в Сыктывкаре, и бассейн в Орбите, и санаторий Серегово, ну и многие другие. Ну, я хотел бы сразу тогда начать с того, что уточнить для себя, о каких средствах идет речь вот в первой части вопроса государственных, которые направлены для регионов. Те резервные средства, которые принято считать по антикризисному плану, они, объемы еще, я так понимаю, не объявлены страной, но все ждут. Идут споры. Ну, я хочу сказать, что сам по себе вот этот план правительства Российской Федерации, он на самом деле уже опубликован. И большие части, так сказать, цифр, касающихся там различного рода поддержки финансирования, там определены. С точки зрения прямой поддержки регионов в виде федерального финансирования, там на самом деле никаких направлений нет. Там в большей степени предусмотрены, ну это, наверное, и логично, значит, макроэкономические решения, которые направлены на стабилизацию состояния в финансовой сфере, в сфере, опять же, там, стабилизации макроэкономических показателей, которые очень важны для функционирования экономики республики. И они делятся там на несколько направлений для поддержки финансовой сферы страны, это имеется в виду системообразующие банки, и выделены те направления и предприятия, отрасли, которые будут получать в том или ином виде государственную поддержку с федерального уровня, и которые через эту поддержку должны будут оказать такое системообразующее, что ли, влияние, да, на стабилизацию экономики страны. Что касается поддержки регионов, то там предусмотрена пока на сегодняшний день только возможность получения бюджетных кредитов. Ну, собственно, это, в общем-то, ежегодно предусматривается в федеральном бюджете. Здесь просто предусмотрены дополнительные возможности, которые предоставлены Министерству финансов. Это порядка 165 миллиардов рублей. Решение, по которому Министерство финансов будет принимать в ходе исполнения бюджета страны и бюджета субъектов для того, чтобы точечно помогать соответствующим субъектам, которые возможно, попадут значит, в сложную ситуацию. Это вот то, что касается пока принятых решений на сегодняшний день там, на федеральном уровне. То, что касается наших планов в отношении тех объектов, которые у нас есть в программе развития республики, в наших государственных программах, которыми мы сегодня активно занимаемся. Безусловно, могут повлиять на наши временные планы сегодняшние, так сказать, объективные обстоятельства, но они не поменяют нашего решения
с точки зрения пересмотра, возможного пересмотра значит, количества или каких-то видов объектов, потому что все они абсолютно важные, нужные, признанные населением республики как необходимые для реализации в республике. И естественно, что те решения, которые, возможно, будут приниматься в ходе исполнения бюджета, будут связаны только с одним. Значит, будет в первую очередь, естественно, но это всегда так, собственно, делалось и будет делаться, упор на вводимые объекты, вводные так называемые, которые уже в этом году должны быть сданы. Даже в том случае, если по каким-то причинам и сложностям федерального бюджета теоретически будут приняты решения об ограничении финансовой помощи для реализации вот наших программ по этим объектам. Значит, мы будем принимать тогда решения по перегруппировке своих сил, но эти объекты все равно будут закончены в те временные рамки, которые они были запланированы. Все, что касается объектов, ну, там, начинающихся или предусмотренных в планах, они будут сохранены, но если потребуется, будут приняты решения по изменению вот, временных параметров по их реализации. На сегодняшний день, вот, исходя из сегодняшних реалий, ну, объективно там, принимать решения о заморозке каких-то объектов, я считаю, причин пока нет. Вячеслав Михайлович, я могу позволить себе конкретизировать? То есть, если звучал бассейн в Сыктывкаре, он будет? Бассейн в Сыктывкаре – это вводной объект, я напомню всем, он и по плану у нас должен был к концу этого года вводиться, поэтому вне зависимости от, еще раз подчеркну, там, позиции федерального центра, ресурсы необходимые будут в бюджете сосредоточены, и он будет сдан согласно плану. Спасибо большое. Коллеги, мы переключаемся еще раз на питерскую студию. Алевтина. Да, спасибо. У нас есть вопрос. Пожалуйста. Добрый день, Вячеслав Михайлович, строительный еженедельник, Михаил Немировский. Два вопроса небольших. Первый. По данным Минэкономразвития, из 45 приоритетных инвестиционных проектов, которые были одобрены президентом еще там, в феврале 2012 года, на данный момент реализовано только 6. Вот как с этим обстоит, с этими проектами республиканскими? Потому что многие регионы говорят, что вот без федеральных денег мы их закончить не сможем. Вот. И второй вопрос по поводу федеральной программы «Жилье для российской семьи». Насколько я знаю, республика пока не вошла в эту программу. В интервью нашей газете министр строительства говорил, что республиканский, говорил, что застройщики просто не заинтересованы строить жилье по предложенным условиям, то есть там 30 тысяч за квадрат при компенсации 4 тысяч там, за квадратный метр инженерки. Вот будете ли вести какой-то диалог с местными застройщиками, чтобы все-таки войти в эту программу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, начну, наверное, со второй части вопроса. Мы на первом этапе, когда проводили такую работу, со всеми застройщиками там, республики, скажем так, серьезными, за которыми действительно есть какая-то строительная база, которые способны и которым теоретически интересно было бы участие в такой программе, но уперлись в то, что действительно предложенные условия Минрегионом тогда, потом Минстроем, никого из наших застройщиков не устроили. Но это не значит, что действительно не надо продолжать диалог. Это означает только одно, что задача правительства республики найти те дополнительные аргументы, те дополнительные возможности, которые при дополнении, что ли, да, тех вот программных предложений, которые Российская Федерация делает, сделали бы интересными все-таки участие в этой программе наших застройщиков. Но, в принципе, я хочу сказать, что те планы, которые на сегодняшний день строительный комплекс у нас в республике реализует, вот опять возвращаясь к 2014 году, мы их только наращиваем. Если у нас в целом уже, в принципе, 2014 год был
запрограммирован с ростом по сравнению, опять с ростом по сравнению с 2013 годом, по сданному метражу, скажем, там, жилого фонда, там порядка 154 тысяч квадратных метров было. Мы здесь его даже чуть перевыполнили, почти 156 тысяч сдали. То есть сама по себе вот эта работа по увеличению объема жилищного строительства, она идет. Другое дело, что объективная реальность сегодня такова, что, конечно, себестоимость строительства в северных условиях, она, конечно, отличается от того, что предлагает сегодня Минстрой России для реализации таких программ. Вот еще раз подчеркну, наша задача, нашего правительства попробовать найти варианты, чем можно было бы добавить в федеральную программу, чтобы наших строителей заинтересовать и тем самым снизить стоимость все-таки квадратного метра для конечного потребителя, покупателя в республике. Что касается приоритетных проектов, про Российскую Федерацию и уровень я тут рассуждать, наверное, не буду. Так сказать, это работа федерального правительства. Что касается тех приоритетных проектов, которые мы в республике для себя определяли и реализовывали, это касается не только прямого бюджетного финансирования в части инфраструктуры какой-то бюджетной нашей, или социальной, это в том числе и те приоритетные проекты, которые в республике реализовывались в развитии экономики в разных отраслях. А у нас наше законодательство республиканское предусматривает активное участие и преференции со стороны правительства республики для такого рода проектов, для инвесторов. И хочу сказать, что все те приоритетные проекты, которые мы для себя принимали как решение правительством на Республике Коми, на сегодняшний день либо реализованы, либо продолжают свою активную реализацию. И по сути, по замороженным, что ли, таким проектам за последние 3 года я могу вспомнить только один. Что касается лесопереработки в Ускулумском районе, как пример реализованный, могу сказать, что буквально завтра я буду принимать участие в открытии узла подготовки нефти на Баиндыкском месторождении у нас в Усинском районе. Это компания «Лукойл» реализовала проект, которым мы, как республика, тоже оказывали поддержку через предоставление налоговых льгот. Очень важный для нас проект, важный с точки зрения того, что мы даже в этих условиях продолжаем наращивать объемы добычи углеводородов. Это очень приятный момент. Поэтому, что касается бюджетной социальной сферы, я уже рассказывал сейчас всем коллегам о том, что мы не принимаем и не планируем принимать решения сворачивать каким-то образом или замораживать проекты развития нашей инфраструктуры, которые признаны приоритетными в республике и которые вошли на том или ином временном этапе в программу развития республики. То есть мы либо бюджетным ресурсом, либо развивая сегодня активно государственно-частное партнерство, тем не менее будем обеспечивать варианты реализации этих проектов. Коллеги, Алевтина. Спасибо. Если позволите, у нас есть еще один вопрос. Конечно. Пожалуйста. Олег Поченюк, газета «Красная звезда». Вячеслав Михайлович, вопрос такой конкретный. Недавно президент России попросил глав регионов лично проконтролировать, как ведется подготовка к достойной встрече Великой Победы. Вот в регионе как ведется эта подготовка и что уже сделано, есть какие-то планы? Безусловно, и для Республики Коми 70-летие Победы – это знаковое событие и очень важное. Более того, я хочу сказать, что в республике 2015 год объявлен как тематический год, год патриотизма. И все планы, которые мы для себя сегодня приняли и утверждаем в развитии этой тематики года патриотизма, они в том числе, конечно, включают в себя весь комплекс мероприятий по достойному празднованию 70-летия Великой Победы. Создан
постоянно действующая у нас комиссия по организации празднования 70-летия Победы, которая включает в себя не только представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, но и самое главное, общественных организаций, в первую очередь Республиканский совет ветеранов, и соответствующий план мероприятий он у нас утвержден. И все, что необходимо будет сделать со стороны власти, исполнительной республики, для того, чтобы это в республике прошло достойно, будет сделано. И я нисколько не сомневаюсь, что так и будет. Коллеги, мы переключаемся на Сыктывкар. Спасибо. Дарья Шучалина, пожалуйста. Добрый день. Дарья Шучалина, главный редактор «Красного знамени Север», Запкор «Коммерсанта». Вячеслав Михайлович, вопрос связан с сферой ЖКХ. У нас Общественная палата республики очень активно курирует эту тему. Одна из приоритетных программ на сегодня – это переселение граждан из аварийного жилья. Как вы знаете, программа реализуется, и львиная доля финансирования поступает из Москвы по линии федерального бюджета. Но она касается вот с прошлого года по 2017 тех домов, которые включены в данную программу и которые признаны аварийными до 2012 года. И с этими домами, скажем так, в итоге проблем быть не должно. После 2017 года, как обещает федеральный центр, эта программа будет касаться, она останется, будет касаться тех домов, которые признаны аварийными после 2012 года. Но у нас на сегодня проблема в республике такова, что есть дома, которые признаны официально аварийными до 2012 года, но они, другое слово не подберу, по халатности глав администрации того периода не были включены в общий перечень. Соответственно, республика их не смогла представить в качестве, скажем так, списка под финансирование Москве. Соответственно, эти дома сегодня остаются аварийными, люди в них продолжают жить, и они не будут переселены в рамках федеральной программы, то есть за счет российского бюджета. И после 17-го такой перспективы им не грозит. Вот что делать с такими людьми, с такими домами, и можно ли каким-то образом все-таки параллельно решить вопрос по их переселению? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хочу сразу сказать, что никто из жителей такого рода жилого фонда, естественно, забытым не останется. Наша сегодняшняя задача действительно все-таки эффективно отработать ту программу, которая утверждена, которую мы реализуем вместе с федеральным центром. И, собственно, тот ресурс, который мы сгруппировали сегодня со стороны республики, обеспечивает, естественно, в первую очередь решение этой задачи. Но параллельно мы действительно должны еще раз проинвентаризировать весь этот жилой фонд, который до 2012 года сформирован был, но не попал в регистрацию, для того, чтобы затем принимать по нему отдельные решения в виде уже какой-то отдельной республиканской программы. Но закон есть закон, и мы должны его выполнять. И люди, проживающие именно в аварийном жилом фонде, должны получить право реализовать, извините за тавтологию, право реализовать свои права. И естественно, что правительство республики обязано это обеспечить. Другое дело, что те решения, которые для этого нужно будет принимать, поскольку тут ресурс уже будет только республиканский, они должны быть уже направлены не на решение каких-то точечных возможностей, потому что у нас в ряде муниципалитетов, мы знаем сегодня, по этой программе 1-2 дома малоэтажных реализуется. Это на самом деле не самый дешевый вариант решения проблем в целом по аварийному жилью. Необходимо, в первую очередь, если это касается, конечно, городов и районных центров, реализовать варианты организации так называемых строительных площадок с подключением инженерных коммуникаций для того, чтобы затем, привлекая в том числе и ресурс частных застройщиков, делать эту программу для государства более дешевой, опять же, может быть, условиях частно-государственного партнерства, но позволяющие решать проблему того населения, которое сегодня проживает в таком фонде. Такая задача, собственно, Миноргстрою Республики поставлена, они параллельно сегодня отрабатывают возможность и разные варианты решения этой задачи. Коллеги, давайте попробуем. Игорь Бобраков.
Вячеслав Михайлович, год патриотизма, который вы объявили, начался с автопробегов с такими лозунгами, как «Обама чмо», там, «Продам кожу Обамы». Я абсолютно уверен, что вы патриотизм понимаете иначе. Но вы не опасаетесь, что вот подобного рода мероприятия, лозунги подобные, которые будут звучать на мероприятиях, там, проводимых, скажем, какими-то людьми агрессивными, для которых патриотизм — это не любовь к родине, а ненависть к чужой родине, они испортят ваш, так сказать, год патриотизма. И не пора ли нам, кстати, провести уже как-то, объявить год ЖКХ, год ремонта дорог? Я думаю, что когда-нибудь наступит момент, когда, собственно, и, возможно, год ЖКХ будет, да? И год, там, я не знаю, дорожного строительства, или как угодно его назвать. Но важно, на мой взгляд, принимать решения там, на основании, конечно, предложений, в первую очередь, жителей республики, и учитывая их мнение, как сказать, делая акцент на том, что на сегодняшний день наиболее актуально и действительно является общим каким-то знаменателем для всех жителей республики. И то, что мы объявили год патриотизма в республике 2015, это не какая-то там не какое-то желание, да, удариться в пропаганду или, так сказать, в модную тематику. Это следствие того, как, собственно, жители, в том числе республики, реагировали на те события и реагируют, да, которые происходили в течение 2014 года и которые на самом деле действительно во многом объединили народ и там, Российской Федерации в целом, у нас в республике в частности, вокруг очень многих, очень важных понятий, которые мы на определенном временном порядке стали как-то забывать или не придавать значения. И вот патриотизм как тема, здоровый патриотизм, это очень важное, с моей точки зрения, понятие, которое необходимо в том числе и расшифровывать для всех. И вот примеры, о которых вы говорите, они как раз подчеркивают важность, на мой взгляд, да, выстраивания системной работы, в том числе у нас в республике, для того, чтобы все жители республики все-таки, в первую очередь, для себя сформировали и мнение, и четко понимали, что же такое, собственно, и любовь к родине, и малой, и, так сказать, большой, что же такое патриотизм, что же такое наши корни и так сказать, наши ценности, в том числе культурные, моральные, какие угодно, да? И в этом случае тогда, наверное, не будет происходить, в том числе подмена каких-то понятий, выражений своих там, взглядов и целей. Хочу сказать сразу, что все, что в рамках закона действует, мы можем обсуждать и должны обсуждать, и, наверное, высказывать свою позицию, но, тем не менее, никоим образом, наверное, неправильно было бы запрещать, потому что это уже уйдет тогда в другую плоскость. Но вот задавать стандарты поведения, задавать стандарты понятия вот этого патриотической работы, патриотического воспитания, в первую очередь молодого поколения, мы обязаны, и обязаны это сделать все вместе. Вместе выработать вот эти основы, вернуться к чему-то, то, что нас всегда объединяло. И опять же вместе воплощать это в жизнь. Тогда, соответственно, я думаю, что таких каких-то отрицательных примеров будет гораздо меньше, которые у нас сегодня там звучат. И мне подсказывают, что у коллег из Тартаса есть еще вопросы. Прошу прощения, из ТАССа. Спасибо. Да, у нас есть еще два вопроса, если позволите. Да, конечно. Пожалуйста. Вячеслав Михайлович, вот вы сказали, что план, который будет сформирован до 2015 года, он до 15 февраля, простите, он скорее не антикризисный, а просто план вот развития в новых экономических условиях. Скажите, а вот
Вот в этих вот новых условиях есть ли возможности у республики для развития каких-то новых направлений, новых производств? Можете ли вы дать такой прогноз? Я считаю, что вообще любой кризис, если уже мы опять там переходим к тому, что кризисные явления все-таки присутствуют у нас, да, и в экономике в целом, и республика, она же тоже составная часть, в общем-то, Российской Федерации. Так вот, я хочу сказать, что кризис – это всегда палка о двух концах. Это не только, так сказать, отрицательные моменты, которые он за собой несет для всех, но и новые возможности. И вот наша задача, вот эти новые возможности, в первую очередь, определить и дать толчок для того, чтобы они смогли быть реализованы у нас в республике, в том числе и в новых подходах там, к развитию нашей экономики. О чем, собственно, речь, да? Такая, ну, сегодня в большей степени даже модная тема там, импортозамещения. Но ведь это факт, что сегодня у нас появляется уникальная возможность для того, чтобы действительно от, так сказать, большей степени разговоров перейти к конкретному делу и возможностям вот, по импортозамещению. Это ведь касается не только, на самом деле, сельскохозяйственного производства. Хотя и это для республики очень важно и дает сегодня дополнительный стимул нашим сельхозпроизводителям. Именно поэтому мы в 2015 году принимаем решение вот, никоим образом, да, не снижать возможности поддержки наших товаропроизводителей. Может быть, делая какой-то новый акцент в этой поддержке с точки зрения, в первую очередь, развития тех направлений, которые как раз могут стать таким якорем, да, для импортозамещения в производстве и наращивания объемов сельскохозяйственной продукции, которые позволят укрепить продовольственную безопасность республики. Но ведь это касается и других направлений. Республика, на самом деле, очень богата вот, с точки зрения сырьевых ресурсов, не только ведь, там, углеводородом, углем там, и так далее, да, то есть глобальными какими-то вещами, но и всем тем, из чего можно и нужно строить, допустим, такие направления, как производство строительных материалов, сказать, каких-то направлений, связанных с там, дальнейшим развитием IT-технологий, той же биоэнергетики. Вот сегодня мы говорим кризис, а лесопромышленное производство и конъюнктура рынка, связанные с лесопереработкой, на сегодняшний день мировая такова, что я, честно говоря, даже последние 15-20 лет и не помню таких возможностей для лесопереработчиков. Значит, вот эти точки роста, которые в период кризиса могут стать якорем, могут стать локомотивом, необходимо поддержать и, соответственно, делать на них ставку. У нас есть четкое понимание этих направлений. Более того, вот последний, так сказать, месяц правительство республики, в том числе, потратило на то, что мы с каждым предприятием, системообразующим, градообразующим республики, значит, провели цикл консультаций, защит производственных планов этих предприятий в республике на 2015 год и ближайшую перспективу во всех отраслях, которые, соответственно, для нас мы считаем приоритетными и важными. И у нас есть четкое понимание, как будет, собственно, действовать любая отрасль в республике в течение ближайшего года и как выглядят эти производственные планы. У нас в республике работа с такими предприятиями, она выстроена системно на основании тех договоров о социально-экономическом партнерстве, которые мы ежегодно, так сказать, обновляем с этими предприятиями, и которые в том числе вот сейчас вот эта работа продолжается, где фиксируются общие планы и правительства для того, чтобы помогать производству, и производственникам по тем направлениям, которые важны для развития не только этого предприятия, но и отрасли. То есть производственные показатели, возможности, которые дополнительные необходимо с помощью правительства реализовывать для того, чтобы достигнуть каких-то там положительных моментов. Вот это и есть основа того плана, о котором я говорил. Хотя он, конечно, в себя будет включать и те мероприятия,
их там условно можно назвать антикризисными, которые в первую очередь уже и сегодня направлены и будут направлены на защиту населения республики от каких-то необоснованных действий там, товаропроизводителей, может быть, торговой сети и так далее. Такое тоже, к сожалению, есть. Но вот основа этого плана – это все-таки в первую очередь новые возможности экономики республики для того, чтобы в период кризиса не просто бороться с его последствиями, а продолжать развиваться. Спасибо. И будьте добры, еще один вопрос. Да, Вячеслав Михайлович, насколько я знаю, в Коми планируется строительство 20 полигонов для хранения отходов. Вопрос, нет ли планов переходить от утилизации отходов к их переработке, получению из этого там, тепла, энергии. Ну и для примера, в Петербурге подобный проект из-за кризиса уже был остановлен. Значит ли это, что вот в Коми он тем более не может быть реализован? Спасибо. Ну, первое, что я хочу сказать, что у нас это не в планах, у нас активно эта, собственно, программа реализуется по строительству, значит, полигонов по твердым бытовым отходам и соответствующих площадок для хранения там, и утилизации, например, отходов той же лесопереработки. И это в соответствии с этим планом определенное количество таких вот полигонов по ТБО каждый год сдается. Это, так сказать, первая часть как бы, решения проблемы, она очень важная часть, потому что, ну, начиная от того, что это требование закона, а во-вторых, это все-таки как раз вот принципы для нас очень важные экологической безопасности республики. Безусловно, вторая часть должна быть направлена на то, чтобы проработать с соответствующими там, интересантами возможность строительства комплексов по утилизации этих отходов. Это действительно так, такая работа идет, она имеет определенную сложность в условиях там, республики, и связана она с тем, что экономика утилизации таких твердых бытовых расходов, она все-таки основана на определенном объеме переработки таких бытовых отходов. И, конечно, ну, в условиях республики обеспечить возможность для эффективной реализации такого проекта, ну, наверное, сегодня можно было бы там, говорить только о Сыктывкарском там, узле и близлежащем, что, собственно, сейчас там, соответствующие нашими ведомствами вместе с муниципалитетами и пытаются каким-то образом отработать с теми структурами, с теми даже странами, кто имеет достаточный опыт работы по утилизации вот таких отходов именно в небольших, скажем так, объемах. Да? По крайней мере, то, что касается опыта Финляндии, Канады, Израиля и частично даже Франции, вот я так на память знаю, те делегации, которые, собственно, были у нас, отрабатывали для себя, считали этот проект, мы активно изучаем и пытаемся каким-то образом на себя там наложить. Но пока, вот честно могу сказать, пока ни один проект на тот объем отходов, который мы на сегодняшний день имеем, не сложился. Но это не значит, что невозможно найти, жизнь идет вперед, технологии меняются, невозможно найти ту технологию, которая станет интересна возможному инвестору. Ну, мое твердое убеждение, что это в первую очередь должен быть именно бизнес-проект, и, соответственно, наша задача найти интересантов именно бизнеса в том, чтобы, соответственно, наладить такую переработку. А дело государства в нашем лице обеспечить условия для сбора, хранения в том виде, которое вот обусловлено законом вот этих твердых бытовых отходов. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Мы благодарим еще раз за возможность принять участие в пресс-конференции. И позвольте пригласить вас к нам в Петербург, в ТАСС, на встречу с нашими коллегами, журналистами нашего города. Спасибо. Спасибо огромное и за приглашение, и за участие в этой пресс-конференции. Обязательно воспользуюсь вашим предложением. Спасибо. Ждем вас. Спасибо. Спасибо. До свидания. Алевтина. Коллеги, мы переходим к нашему залу. Пожалуйста.
Компании «Усинск», Наталья Попова. Как будет жить и развиваться в новых экономических условиях, таких как санкции, цены на нефть, нефтяная столица республики Усинск? И если придется экономить бюджетные средства, то за счет чего это будет сделано? Спасибо. Ну, первое, что я хочу вам сказать, что нефтяная столица республики как жила, так и будет жить, развиваясь. И я уже, собственно, говорил в начале пресс-конференции о том, что несмотря ни на какие санкции, значит, экономика есть экономика. Если в этом есть экономическая, так сказать, сущность, да, экономический интерес и смысл, то и предприятия соответствующие, они не замораживают свои проекты, а развиваются. И вот, к примеру, «Лукойла» как раз, собственно, об этом говорит. Да, в общем-то, и все другие нефтяные компании думают не, работающие на территории республики, думают не о замораживании своих проектов, да, а об их расширении. И мы, в общем-то, даже 2014 год, опять же, вышли с плюсом. И 14 с лишним миллионов тонн вместе с газовым конденсатом по итогам года мы уже добываем. Я напомню, что еще буквально 3 года назад мы чуть за 11 миллионов перевалили. Другой вопрос, что вот если уж говорить о тех решениях, которые связаны с бюджетной обеспеченностью Усинска, то хочу сказать, что в первую очередь все решения, которые необходимо принимать, неважно, увеличивая бюджетные возможности или их оптимизируя, принимать будет совет города Усинска, никак не правительство республики, потому что это бюджет Усинска. Другое дело, что вот в тех условиях, в которых мы сегодня живем, они ставят перед нами всеми общую задачу. А задача эта звучит достаточно просто. Необходимо провести очень жесткую работу по повышению эффективности бюджетных расходов, по целесообразности очень многих решений, которые на самом деле в муниципальных бюджетах, они сегодня присутствуют, но, на мой взгляд, которые можно было бы, да, на самом деле перераспределить для решения гораздо более насущных задач. Это как раз опять возможность посмотреть новыми глазами на бюджеты, которые мы с вами имеем, и принять более эффективные, более, наверное, отвечающие сегодняшнему времени решения. Поэтому я считаю, что, вот возвращаясь к тому, что я говорил ранее, это не только, так сказать, возможность каких-то кризисных явлений, но и новые возможности. Вот и все. Коллеги, Елена Шелест. Елена Шелест. Извините. В прошлом году, Вячеслав Михайлович, был принят закон о господдержке технических и индустриальных парков на территории Республики Коми. Вот, учитывая сегодняшние реалии, как раз технопарки могли бы стать тоже тем локомотивом экономики и развития инновационного бизнеса. Стоит ли открытие технопарков в республике в повестке дня на этот год? Это у меня один вопрос. И если позволите, чтобы не... Возможно, просто сейчас все по экономике вопросы идут, поэтому я второй вопрос хотела бы задать после. Не забудьте про меня, Роман. Хорошо. Значит, как задача, мы ее никуда не снимали, имеется в виду вот технопарки и все, что с этим связано. И вот насколько это именно в текущем году может быть реализовано, в первую очередь зависит от работы нашего инвестиционного блока с, собственно, потенциальными интересантами, которые бы желали вот что-либо, так сказать, развернуть, сделать при условии реализации со стороны республики проекта по запуску такого технопарка. Но вот я хочу сказать, что даже такой вариант, скажем, промежуточный, что ли, да, подхода такого для запуска такого рода проектов. В прошлом году он у нас был реализован вместе с Сыктывкарским государственным университетом. Это то, что называется IT-парком. Да? На мой взгляд, для такого небольшого времени реализации дал
настолько интересные результаты и по количеству даже рабочих мест, которые развернулись, и по количеству предприятий, которые, значит, малых, которые открылись в этой сфере на базе этого IT-парка, что это лишнее подтверждение тому, что это правильный подход. И единственное, что должно быть, ну, наверное, делаться не огульно, не должно быть ситуации, что мы разворачиваем площадку, да, в надежде, что после этого вдруг нарисуется какой-то интересант. Не бывает, должен быть двусторонний процесс, потому что затраты на обустройство такого технопарка со стороны, так сказать, республиканского бюджета, они могут быть значительны. И мы должны быть уверены в том, что это действительно отработано и является условием, при котором соответствующие инвесторы, неважно, они могут быть и внутренними, не обязательно внешними, да, пришли бы для реализации каких-то проектов. Но как, так сказать, часть нашего плана, как целевой показатель, это никуда не снимается. То есть Минпром занимается этим. У нас же 4 технопарка собираются открывать в Сыктывкаре, в Емве, в Воркуте и в Ухте. Вот какой город ближе к этому стоит? Сыктывкар. Я предлагаю, может быть, сразу тогда и второй вопрос, дабы хоть что-то светлое было. Он, конечно, немножко не по экономике, но он касается достояния республики нашего. Это Михаил Львович Герцман, которого сейчас активно поздравляют все, говорят ему приятные речи и так далее. А между тем, хочу напомнить, что у него нету, как у композитора, ни одной студийной записи. И вот несмотря, если вдруг что, то только что, то ничего у него не останется, к сожалению. Он, как человек скромно, об этом никогда не говорит, а нам, его поклонникам, его творчеству, я думаю, стоит было бы об этом задуматься. Может быть, как грант главы на это предусмотреть? Я тоже являюсь поклонником творчества Михаила Львовича. Я считаю, что здесь должен быть такой двусторонний, да, процесс. С одной стороны, конечно, Министерство культуры очень внимательно проанализирует и посмотрит все, что сегодня мы имеем вот в качестве, ну, уже сложившегося, что ли, да, там, итогов творчества Михаила Львовича. А с другой стороны, и со стороны Михаила Львовича должно быть желание поучаствовать в вот этой программе на соискание грантов. Но проект, ну, путь-то должен быть двусторонний. При этом мы желаем Михаилу Львовичу долгой жизни. Пускай творческой, творческой в том числе. Пожалуйста, Ухта. Добрый день, газета «Республика Ухта». Вячеслав Михайлович, скоро год, как создана комиссия, рабочая группа по проблемам ПЗРО. И вот недавно состоялось очередное заседание, но все-таки продолжают циркулировать какие-то разговоры. Вот как и можно ли поставить точку над «и» вот по этой проблеме? Спасибо. Ну, точка давно поставлена. Она поставлена еще летом прошлого года, когда мы, собственно, в том числе, создав рабочую группу, разобрали всю эту проблему, так сказать, разложили ее по полочкам. И с тех пор рабочая группа очень, на мой взгляд, квалифицированно и эффективно контролирует процесс исполнения вот тех решений, которые были приняты в рамках рабочей группы с участием Росатома. Другой вопрос, что периодически некие личности пытаются подогреть, да, очередной там скандальный интерес к этой теме. Ну, бог им судья, для чего это делается, мы все взрослые люди понимаем, но ничего за этим не стоит. Вот последняя наша встреча, которая в рабочей группе была, она еще раз зафиксировала все вот эти моменты, все необходимые там дополнительные, в том числе обращения за моей подписью в адрес руководителю Росатома Кириенко, ну, который мы там, чтобы еще раз подтвердить все позиции, они подписаны и ушли, у нас нет расхождения вот в этом понимании с Росатомом никакого. И еще раз хочу вот сказать, чтобы публично озвучить. Нет такой проблемы и никогда не будет строительства ПЗРО на территории Республики Коми, в том числе в водном.
все решения, которые там принимаются и должны дальше реализовываться по утилизации вот этих отходов, они вне рамок возможности строительства ПЗРО. Все. Коллеги, вот, к сожалению, не вижу девушку во втором ряду. Да, руку вижу, а девушку не вижу. Здравствуйте, Лемешко Мария, Сыктывкарский государственный университет. Правительство Российской Федерации в своем антикризисном плане предоставил право регионам снижать налог на малый бизнес, рассчитанный по упрощенной системе с 6 до 1% с дохода. Планируется ли такое снижение у нас в республике? Да, действительно, такое право в этом плане сегодня для субъектов Российской Федерации предусмотрено. И это означает одно, что мы у себя в республике, естественно, все те решения, которые там в плане есть, и которые как возможности были предусмотрены, будем обсуждать. Будем обсуждать сначала в рамках правительства и оценивать все возможные последствия принятия этих решений. Затем это будет обсуждено с предпринимательским сообществом, с общественностью, с депутатским корпусом, потому что всю картинку будем посмотреть, и потом все вместе будем принимать решения. Здесь нужно, на мой взгляд, найти такой здравый компромисс. С одной стороны, с точки зрения задачи поддержки, сказать, в первую очередь, малого, среднего бизнеса, чтобы вот в этот период он как раз не замкнулся, не упал на колени, а наоборот, пошел вперед. А с другой стороны, с тем, чтобы не уменьшить наши бюджетные возможности, потому что все же взаимосвязано, сосуд-то один. Но, на мой взгляд, компромиссные решения могут быть найдены. Правительство сейчас это, собственно, для себя отрабатывает. Спасибо большое. Валерий Черницын. Красное знамя, Валерий Черницын. Вячеслав Михайлович, да не сочтите, что меня заело пластинку, но весь прошедший год блестяще опровергал вашу оценку инвестиционной компании «Таврический» как эффективного собственника, по крайней мере, в добыче угля. Теперь, когда все кончено, когда шахта банкротится, когда республика выкупила ее в свою собственность обратно, можете ли вы, наконец, рассказать, по чьей рекомендации вы в свое время продали Интаугль Таврическому? Отреагировало ли Северо-Западное управление МВД на ваше известное письмо по банку Таврический? И сколько лет вы рассчитываете держать Интаугль в собственности республики? Понятно, что с такой историей частного инвестора, а тем более в нынешних экономических условиях, найти, мягко говоря, непросто. Спасибо. Первое, что хочу сказать. Жизнь – это не застывшая догма. И сегодня те, кто являются эффективными работниками, в том числе и собственниками, не означает, что они будут такими, к сожалению, всегда. Какие абсолютно противоположны. Тот, кто сегодня начинает работу или может находиться в сложном положении, завтра может показать свой профессионализм и встать на ноги, в том числе с нашей поддержкой. У нас есть такие примеры. Жешув, тот же Княжпогос. Напомню, что Княжпогос, плитный мир по прошлому году рос 165% объема производства. Поэтому, если возвращать к заезженной пластинке, если все время не делать упор на личности, а на самой системе, то картинка она будет более полной. Что касается сути, о которой вы там спрашивали, по конкретике. Первое, действительно, республика вынуждена была у этого неэффективного на тот момент собственника изъять в свое управление Интаугль, что, собственно, сейчас и происходит, находится под управлением республики. И, конечно, ситуация непростая, но она контролируемая, и самое главное, с точки зрения производственной, абсолютно положительная, потому что 1 700 000 по прошлому году Интаугль выдал на гора и реализовал, из них почти 800 000, это за те почти 4 месяца с момента, когда республика взяла в собственные руки управление предприятием. А это на 70% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Производственный потенциал на Интаугле, он всегда был и остается очень неплохим, значительным. Кстати говоря, буквально вчера-сегодня пришел новый комбайн,
который, соответственно, тоже может еще одну лаву будем ставить. Поэтому все, что необходимо делать на этом предприятии, как делать, мы понимаем, и мы делать будем. Второе, кто порекомендовал, как вы говорите, да, или там, мы никакого отношения к приобретению этим собственникам этого актива, как республика, не имеем, потому что, напомню, предприятие это являлось федеральной собственностью и было выкуплено в рамках, этим собственникам, в рамках в свое время, да, банкротства этого предприятия федерального и тех процедур, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Это мог сделать любой. И республика к этому отношения не имеет. Но республика, как в этом случае, так и во всех других, будет жестко контролировать дальнейшую работу этих собственников, кто бы они ни были и чем бы они ни занимались. Особенно это касается, естественно, градообразующих предприятий, что мы, собственно, и делаем. По поводу того, сколько он будет находиться под управлением республики, ровно до того момента, как мы найдем нового, так сказать, возможного партнера, которого мы проверим и которого, соответственно, будем понимать, что это не, так сказать, какие-то партнеры с космическими проектами, а за которыми действительно есть умение, возможности, в том числе материальные, развивать этот проект. И, соответственно, тогда и будет решаться этот вопрос. Задачи постоянно республики присутствовать в этом проекте, конечно, нет. Задача республики – обеспечивать бесперебойную работу градообразующего предприятия. Это касается любой отрасли. Это прямая ответственность правительства Республики Коми и муниципальных властей. В Инте, собственно, так и происходит. Вячеслав Михайлович, я позволю уточнить вопрос. Можно ли на Инту, на Интауголь, скажем так, ретранслировать проект, который сейчас в Воркуте по производству угольных брикетов делается? И что для этого, может быть, нужно сделать? Ну, я считаю, что проект, подобный тому, который вот в Воркуте по производству угольных брикетов реализуется, он может быть реализован в любом, собственно, городе, который при любом предприятии, которое занимается добычей, переработкой угля, в первую очередь энергетической. Инта, собственно, на этом специализируется. И, конечно, там есть все условия для этого реализации. Что для этого нужно? Необходимо желание инвесторов. Мы, собственно, когда на комиссии общереспубликанской слушали, и в рамках правительства тоже, да, рассказ или доклад тех инвесторов, которые реализуют этот проект в Воркуте, мы говорили с ними о том, что, может быть, посмотреть более широко, в том числе и прийти в Инту, и, в общем-то, никакое отторжение вот наше предложение у них не вызывает. Другое дело, что они, наверное, абсолютно правильно действуют, надо развить это до максимального эффекта уже существующий проект в Воркуте, а дальше его тиражировать. Но это не означает, что сегодня любой желающий, кто, собственно, такой технологией обладает, не может прийти на Интинский промозел с тем, чтобы попробовать реализовать этот проект. Я считаю его очень перспективным, потому что продукт, который выдается, да, в виде угольных брикетов, это новое слово в продуктовом ряде угольной промышленности. Это действительно очень востребованный продукт. Спасибо. Коллеги. Дмитрий Кузькин. Вестик. Вячеслав Михайлович, может быть, косвенно вы ответили уже на мой вопрос, но все-таки сразу же после того, как был принят бюджет республики на 2015 год и среднесрочную перспективу, шла речь о его оптимизации. Вот все-таки что скрывается под этим словом, не превратится ли она в банальное урезание расходных статей? И если позволите, второй вопрос сразу же. Этот год, как известно, еще год выборов в Госсоветкоме. Какую оценку вы можете дать работе законодательного органа власти республики? И, может быть, какие ожидания от предвыборной кампании? Спасибо. Ну, что касается вопроса по оптимизации, расходов республиканского бюджета, я хочу сказать, что эта работа продолжается всегда. Она никогда и не прекращалась. И, собственно, вот эта комиссия по оптимизации бюджетных расходов, она и всегда действовала. Другое дело, что сейчас с возникновением новой структуры правительства республики ее возглавил председатель правительства. Это первое.
Второе, что эта работа имеет особое значение в сегодняшних условиях, ну это естественно. И в первую очередь она означает, что необходимо еще раз проанализировать все наши государственные программы. Почему? Потому что в сегодняшних условиях надо сосредоточиться на безусловном исполнении, стопроцентном, да, наиболее приоритетных, важных и социально значимых задач. Защищенных, да, статей, как это раньше мы говорили, у нас даже отдельное приложение в бюджете было, в мою бытность министр финансов. Считаю, что это правильно абсолютно, но сегодня, кстати, к сожалению, бюджетный кодекс этого не позволяет. И тем более в условиях, вот о которых я говорил, когда федеральный центр может принимать решения по ограничению своего софинансирования каких-то расходов в республике, да, в части, значит, проектов, связанных вот именно с развитием нашей инфраструктуры или вообще развитием республики в целом. Можем мы допустить остановку этого развития? Нет. Значит, в том числе перераспределение средств, возможные внутри республиканского бюджета, должно обеспечивать решение этих задач. Ну а возможен или невозможен секвестр? Ну, мы же, так сказать, жизнь-то есть жизнь, да? Все будет зависеть от того, как мы, собственно, будем работать, как будет работать наша экономика. И наша задача, общая задача, потому что даже если, не дай бог, но такие решения придется принимать, то принимать их нужно осознанно и, самое главное, да, общим решением. Я всегда говорю, что и когда программу развития мы принимали, и когда бюджеты принимаем, значит, каждый вид, каждая задача и каждая цель, которая обозначена в этом бюджете, она должна быть абсолютно понятна и, главное, признана всеми жителями республики как необходимая. Соответственно, вот вся эта работа направлена в первую очередь на решение вот этих задач. Ну а что касается взаимодействия с депутатским корпусом, парламентом республики, ну, я считаю, что это очень конструктивное взаимодействие все это время было и есть, и очень эффективно республика в целом все эти вот годы действия этого созыва парламента отработала. Решены были очень много очень важных задач, которые для жителей республики не на словах, а на деле важное значение имеют. И, конечно, это в том числе благодаря тому, что у правительства республики, у депутатского корпуса выработалось очень тесное рабочее взаимодействие. И я вот напомню, что если сейчас, допустим, работа над республиканским бюджетом на следующий период начинается уже с начала июля текущего года при прямом участии депутатского корпуса, то ведь раньше-то такого никогда не было. Не удавалось даже выработать зачастую вот общий взгляд на формат работы, как он должен выглядеть для того, чтобы эта работа была наиболее эффективна. Сейчас это есть. И депутатский корпус активно принимает участие не только в обсуждениях, но и прямо работая в бюджетных комиссиях по тем же государственным программам и так далее. Поэтому, когда мы приходим к моменту внесения проекта бюджета в Государственный совет, там вся 99% работы, оно уже выполнено. И выполнено очень профессионально. Поэтому, так сказать, сегодня нет, может быть, такого рода шоу, как были в прежние времена, да, вокруг этого вопроса. Но нету именно потому, что вся профессиональная работа заранее, за полгода вперед разложена, выполнена, обсуждена и соответствующие решения согласованы. Поэтому я считаю работу парламента нашего очень профессиональной. Коллеги, Наталья Казаковцева. Спасибо, что предоставили возможность. Наталья Казаковцева, Сапкор ТАСС в Республике. Вячеслав Михайлович, вы уже упомянули, что завтра собираетесь открывать очередной проект «Лукойла» в Усинске. Недавно звучало, что компания Shell заходит в регион. Как сейчас складываются отношения с крупнейшими недропользователями и вообще системообразующими предприятиями? Это первый момент. И позвольте второй вопрос, более приземленный.
Есть ли у республики в нынешних условиях рычаги для отслеживания ценообразования на социально значимые продукты хотя бы? И что правительство будет предпринимать в этом плане? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, что касается взаимоотношений наших с системообразующими предприятиями, то как-то частично или косвенно я уже на этот вопрос отвечал, но тем не менее, может быть, повторюсь, еще раз скажу, что сегодня у нас нет противоречий с нашими системообразующими предприятиями. Мы достаточно долгое время потратили на то, чтобы выработать стандарт взаимодействия с ними, да, понятный обоим сторонам, и нам, и предприятиям, и муниципальному уровню власти. И эта работа сегодня, вне зависимости от того, какую отрасль представляет, собственно, такое предприятие, это не только нефтяники, это и лесоперерабатывающие, и угольщики, и что угодно, да? Она основана на том, что порядка 45 у нас сегодня вот таких предприятий, составляющих основу экономики республики, с которыми заключены вот эти базовые соглашения, где достаточно четко прописываются все, еще раз скажу, планы, да, и условия взаимодействия для реализации этих планов во всех направлениях по каждому предприятию. Это и производственная программа, вопросы экологической безопасности, социальное партнерство, подготовка кадров и так далее и тому подобное. То есть по каждому из них промышленный блок республики проводит очень долгую, тщательную и, честно говоря, муторную работу, потому что за каждой цифрой, которая там в соглашении стоит работа не для галочки, потому что мы свои планы строим потом на основании вот этих планов, зафиксированных соглашений. И в этом смысле приходится действительно иногда и копии ломать, и доказывать друг другу, да, необходимость тех или иных там условий, шагов, но все это решается в рабочем порядке. Я благодарен руководителям, так называемым промышленным генералам республики за то, что вот этот формат совместной работы сегодня, понятный всем, он соблюдается и дает возможность и нам очень обоснованно и взвешенно подходить к планированию своей деятельности. Ну, а, соответственно, то, что касается вот второй части вопроса, извините, по ценам, да, то хочу сказать следующее. Вот когда звучит, есть ли механизм контроля за ценами, то хочу сказать, что механизм контроля существует всегда. Контроль что? Вышел, зафиксировал и дальше мониторишь, да? Вот и есть контроль. Вопрос же не в этом, а в том, чтобы разобраться, насколько обоснованно растут цены, да? Есть за этим, значит, свое монопольное какое-то преимущество. Если за этим неоправданно, значит, раздутые желания заработать, да, на кризисе и так далее. Это с одной стороны. И здесь необходимо использовать ресурс государственный для того, чтобы, так сказать, в случае выявления таких фактов по рукам бить. А с другой стороны, и это более важно, и именно такая задача правительству ставится. Но причем я хочу подчеркнуть, ведь это уже не первый раз мы проходим это, да? Найти тот компромисс с местными товаропроизводителями и торговым сообществом по определенной группе социально значимых продуктов питания. Не вообще, вот я не приемлю такого подхода, я сам этой комиссией когда-то руководил, будучи еще министром финансов, да, заместителем экономики, и когда нам удалось вот эти пиковые вещи тогда в республике пройти, заключается в очень простой вещи. Должны быть действительно четко прописаны вот, списки тех продуктов, именно социально значимых, да, которые понятны и для населения, и для торговли, для производства, для производственников, и по которым на основании соглашений, нужно найти компромисс с ними, да, правительство и соответствующие торговые сети будут обеспечивать либо заморозку цен, либо согласованное, значит, в минимальном размере движение вот этих ценовой политики в привязке к абсолютно понятным и проверяемым с обоих сторон, значит, вещам, которые могут быть, ну, связанные там с резким обвалом там чего-то, курса, там еще что-то.
Что имеется в виду? Вот нельзя, с моей точки зрения, контролировать, допустим, понятие цена на яйца там. Что это такое? Да яйца есть первой категории, второй, третьей, диетические там и так далее. Вот все можно контролировать? В моем понимании нет. А вот, допустим, яйца первой категории, которые в том числе и мы производим, мы можем сесть и договориться, они наиболее там дешевые, они понятны для всех и так далее. Ну, как пример. Хлеб. Да у нас хлебокомбинат выпускает 100 с лишним видов продукции. Надо это все, вот сегодня, я извиняюсь за выражение, заморачиваться этим? Конечно, нет. Хотя хлебобулочная продукция, там стоит социально значимый товар. Он буквально там 2-3 позиции хлебобулочных изделий. И здесь всегда можно найти компромисс и с производителями, и с торговцами. Вот такая задача сегодня стоит и отрабатывается у нас правительством. Хотя сама по себе комиссия по мониторингу, да, вместе с прокуратурой, с надзорными органами, она уже осуществляет свою деятельность. Но это всего лишь база для принятия вот таких решений, о которых я говорю. И вот здесь мы будем жестко придерживаться и требовать со всех участников рынка. Но хочу сказать, что это касается, должно, вот с моей точки зрения, касаться не только продуктов питания. Считаю, что точно такая же работа должна проводиться вот в части контроля и за ценообразованием медикаментов. И я прекрасно понимаю, что здесь ситуация сложнее, потому что очень большая часть медикаментов все-таки импортного, да, производства. И здесь в большей степени там, задача наша вместе с федеральным центром понимать, что делать. Но достаточно много препаратов сегодня, аналогов, производится нашей промышленностью. И здесь надо тоже вырабатывать с аптечными сетями соответствующие решения. То есть я к тому, что вот метод кнута, он хорош, но он до конца ни одну проблему никогда не решает. Особенно в условиях рыночной экономики. Должен быть метод и кнута, и пряника. Коллеги, вот газета «Вперед», Наталья Савельева. Я человек сельский. Я житель сельскохозяйственного района, поэтому, естественно, меня интересует такой вопрос. Будет ли какая-то помощь оказана сельскому хозяйству нашей республики, в частности, нашему району? Помнится, наши поля всегда были полны растений, картофель, капуста, морковка, все другие, в общем, масса овощей, все производилось нашими производителями. У нас было великолепное молочное хозяйство. Вот. А теперь сплошные кладбища сельхозхозяйственной техники и сплошные разрушения всех построек, которые были созданы лет 30 назад и существовали долго-долго, и кормили нас. Смешно приходить в магазин «Магнит». Мы покупаем по 49, по 59 рублей картошку, привезенную из Гондураса, из Америки центральной. Это можно себе представить? Ну хорошо, я уже понимаю, я уже смирилась, что мы едим редиску из Израиля. Но картофель из Гондураса тащить наряду с бананами, это, мне кажется, уже позор для нации. И совершенно невкусная голландская капуста. У нас есть совершенно прекрасные, хорошо районированные сорта. Станция работает, сельскохозяйственная по районированию сортов. Можем что-нибудь сделать в помощь сельскому хозяйству? Первое, что я хочу вам сказать. Помощь сельхозпроизводителям у нас в республике оказывалась и оказывается всегда. Какие бы трудные времена ни были, мы всегда оказывали поддержку финансовую нашим сельхозпроизводителям. И это делается и сейчас. Другое дело, что если у кого-то есть представление, что вот эта финансовая поддержка решает в полной мере проблему привлечения в сельхозпроизводства наших местных товаропроизводителей, только вот это, то это ерунда. Вот если не будет желания людей, живущих в вашем районе, заниматься сельхозпроизводством при нашей поддержке, то как вы себе представляете вот эту ситуацию? Глава республики вместе с министром сельского хозяйства приедет вам поля обрабатывать. В первую очередь должно быть желание заниматься сельскохозяйственным производством жителей вашего района, ваших предпринимателей. А наше дело их финансово поддержать. И, кстати говоря, я хочу сказать, что я-то как высшее должностное лицо республики горжусь теми проектами, которые у нас в республике реализуют наши сельхозтоваропроизводители, которые реально хотят работать и работают.
И в части животноводства, и молочного, и мясного, и в части значит, там, овощей, того же открытого и закрытого грунта. Вы посмотрите, какими темпами развиваются ведь не только крупные наши предприятия, но и даже фермеры, получая нашу, так сказать, поддержку. Какие, значит, результаты получают наши сельхозпроизводители при нашей поддержке, при, так сказать, чуть не сказал, производстве, да, при выращивании того же картофеля, получив возможность приобретать с нашей помощью современную технику, вот картофельно-уборочную, там, возючную и так далее. Да таких урожаев у нас в советское время никогда не было. Но только те, кто хотят работать. А те, кто просто сидят, извиняюсь, бамбук курят, и все время задают этот вопрос. Ну когда правительство республики, наконец, у нас поля обработает? Правительство не будет поля обрабатывать. Обрабатывать должны те, кто там живет. И вот это самая наша главная беда и наша главная задача. Когда я говорю о том, что мы должны решить проблему как бы вовлечения в наш производственный процесс в республике, в первую очередь молодежи, и в том числе на селе, это действительно стратегическая задача. Но я понимаю, что никому не интересно, как в старые времена, в тех условиях, в тех же фермах старых, да, в тех же, так сказать, там, условиях работы на поле работать. Мы в 21 веке живем. Но ведь именно поэтому мы принимаем решение, делая упор именно на модернизацию сельскохозяйственного производства, на техническое, технологическое перевооружение. И фермы, которые мы сегодня помогаем строить нашим сельхозпроизводителям, они же сегодня все самого современного уровня. И технику, которую мы приобретаем, это же тут совершенно другое. Это абсолютно соответствует сегодняшним, так сказать, реалиям и сегодняшним потребностям. Поэтому пока не совместится два вот фактора, да, наши возможности и желание работать на земле, к сожалению, мы не будем иметь тех результатов, на которые все рассчитаны. А возможности, я с вами абсолютно согласен, для развития сельхозпроизводства ускоренного все есть. Ну, я, поскольку у меня там вся родня по матери в Прилузе живет, вот знаю прекрасно, что вплоть до Сыктывкара, что там в 50-е годы всегда растили рожь. А сегодня мы, как правительство, решаем проблему с комбикормами, да, и ценами на них, потому что не имеем основу, в принципе, да, для того, чтобы у себя там заниматься этим делом. Вопрос. Почему никто этим не занимается, даже имеющийся сегодня сельхозпроизводителей? Всю жизнь было вокруг Сыктывкара. Едешь, поля наши сыктывдинские, что было? Капуста. Где она? Кому, кто запрещает работать? Сегодня все возможности для этого есть. Было бы желание. Вот давайте все вместе подумаем, как это желание у массового, у сельского жителя возродить. Что для этого надо? Мы готовы прислушаться. Еще дополнение немножко. Жители Микони очень просили меня спросить, не заморозят ли их проект? Нет. Нет, да? Да ну что вы, это же вопрос жизнеобеспечения. Елена Боякина. У меня два вопроса. Один короткий, но очень серьезную тему, а второй скорее риторический. Первый вопрос касается проекта «Белкамур». Каковы его перспективы и не тот ли это шанс, который нужно использовать в кризис? А второй вопрос от читателя из Сысольского района. Построили амбулаторию, перерезали ленточку, похлопали, порадовались, стоит заметенная снегом. И такие примеры не единичные, когда учреждение не может работать с людьми на полную мощность, когда возникают какие-то препятствия в виде оформления документов, лицензий и прочего. И цитирую вопрос читателя: не пора ли прекратить такую порочную практику, открывать учреждения уже тогда, когда они реально готовы принимать людей? Спасибо. Вот первое, спасибо вашему читателю, потому что вот более, как сказать, лучше и более правильно сделать акцент на вот этой проблеме, я, наверное, даже вот затруднился бы сам. Да, конечно, абсолютно правильный подход, что объект можно и нужно делать не в том, что ленточку запускать, да, а объявлять его как открытый после того, как решены все формальности.
Все, в том числе включая кадровые вопросы, потому что и это у нас есть. Но, к сожалению, зачастую у нас действительно так и бывает. Желание, особенно на местном уровне, быстрее отчитаться, прокукарекать, сделать картинку, оно иногда перевешивает. У нас здравый смысл. Наша общая задача с вами, в том числе и с помощью, вот, так сказать, активной, неравнодушной общественности, вот такого рода чиновникам по рукам давать, не допускать этого. Я со своей стороны-то, как задачу, да, правительству это ставил и буду ставить. Не всегда это удается до конца там проконтролировать, потому что снизу всегда докладывают, что да все, шоколад, там, приезжаешь, картинка-то замечательная. А тут в машину сел, отъехал, тут же быстренько замок. Ну, я здравый человек, понимаю, что так и есть. Давайте вместе и договоримся, а вы поставите как просьбу, да, своим читателям, своим зрителям активнее на это реагировать, сообщать, чтобы мы могли со своей стороны, в том числе по голове быстренько таким деятелям дать. Ну, а что касается Белкамура, то у нас, знаете, как это, бег за своим хвостом все время получается. Да никакой сомнения в том у меня, да, что именно в сегодняшних условиях этот проект вообще особую значимость приобретает. Потому что когда мы говорим о том, что нужно делать все возможное, чтобы дать толчок дополнительный нашей экономике страны, для того, чтобы завертелось. И этот проект Белкамур, мы всегда говорили, да, его именно важность в том, что он в 4 как минимум субъектах Российской Федерации дает возможность, дополнительно раскрывая экономический потенциал, запустить множество проектов. На тот момент времени, при том курсе рубля, мы оцениваем почти в 1 триллион рублей отдачу, да, по всем тем проектам, которые уже заявлены и частично реализуются вот в ареале будущего строительства этой дороги. Другой вопрос, что мы все время упираемся в то, что без федерального участия, мы всегда говорили, да, это реализовать невозможно. Поэтому все наши, так сказать, варианты проработки этого проекта основывались на тех возможностях, которые мы можем вместе с федеральным бюджетом и частным инвестором реализовать. Отработали с инвестиционным фондом, наступил кризис 2008 года. Федеральный бюджет сказал, что, извините, инвестиционный фонд закрыли. Хорошо, мы сказали, мы найдем другой вариант, да? Отработаем по модели концессии. Там необходимо, пусть не сразу, но все равно при концессионной модели софинансирование в погашении части расходов со стороны федерального бюджета, начиная с 2020 года. Зная Министерство финансов не понаслышке, значит, любое прямое сегодня финансирование со стороны федерального бюджета отвергают. Хорошо, третий вариант. Говорит, отработали с Фондом национального благосостояния, Российским фондом прямых инвестиций. Возможный вариант, он подходит, инвесторы подтверждают, принимает федеральный центр решение о строительстве моста за счет этих средств на Крымский полуостров стоимостью 350 миллиардов рублей. Опять, значит, завис этот вопрос, потому что теперь РФПИ думает, каким образом дополнительное может быть сосредоточение средств, которые позволят вернуться в практическую плоскость. Сегодня мы полностью готовы вместе с нашими партнерами, имеется в виду и соседей наших субъектов, и возможных, так сказать, интересантов в виде финансовых институтов иностранных, в виде строителей, которые готовы и им интересно браться к реализации этой модели. Но поскольку все равно окончательно все зависит от решения правительства Российской Федерации и его соучастия в том или ином виде в этом проекте, к сожалению, мы все время будем вот так вот подвешены в начале реализации этого проекта. Но мы не меняем себе нисколько задачу, мы все равно с маниакальным упорством будем пробивать его, потому что эффективность этого проекта настолько очевидна для всех, да, участников экономического процесса, что я считаю, что было бы преступлением останавливать эту работу. Коллеги, давайте перейдем на эту сторону. Девушка на первом ряду. У меня один вопрос. Сегодня много говорят о сложных экономических условиях.
Вы сказали, что, несмотря на это, все начатые объекты будут завершены. Начало строительства новых объектов будут вноситься корректировки по срокам. Сосногорцев волнует судьба 2 объектов. Это завершение ремонта Дома культуры «Горизонт», очага культуры, самого большого, наверное, Дома культуры. И когда начнется строительство бассейна. Спасибо. Что касается строительства бассейна, то я напомню, что этот объект, он вошел в список объектов, которые мы намереваемся запустить в этом году по линии государственно-частного партнерства. Конкурс по этим объектам состоится где-то до 1 мая. Сейчас все конкурсные процедуры готовятся, и, соответственно, обсчет идет на государственно-частное партнерство вот в проектах дорожного строительства. Мы выходим уже на объявление конкурса вот в первой декаде февраля, а следующим этапом, соответственно, на них. Поэтому считаю, что в этом году уже работа там пойдет. Чисто по процедурным вопросам на где-то начало, на середину лета уже можно выходить на строительные работы. Проект там, собственно, готов. Что касается Дома культуры, то здесь мы на сегодняшний день действительно в бюджете ассигнований не имеем, ни своем, ни на уровне муниципалитета. Но мы сейчас отрабатываем возможность продолжения вот этого реконструкции, капитального ремонта в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве с нашими системообразующими предприятиями, с тем, чтобы собрать ресурс для продолжения этих работ. Поэтому когда бросить на середине пути мы не можем, это дороже обойдется, у нас есть это понимание. Будем собирать, будем продолжать. Но муниципалитету надо тоже в этом участвовать. Светлана Быковская. Коминформ, Светлана Быковская. Хотелось бы вернуться снова к теме переселения из ветхого и аварийного жилья. Ни для кого не секрет уже, что республика, можно сказать, провалила эту программу. 30% от плана. На последнем заседании правительства в декабре прозвучало предупреждение в адрес руководителей муниципальных образований, что будут приняты какие-то кадровые решения по этому вопросу. Все-таки будут ли эти кадровые решения? Первое, что я хотел бы в ответе на этот вопрос уточнить. Республика не провалила эту программу. И никогда, собственно, так этот вопрос и не звучал. Республика не вписалась во временные рамки по исполнению первого этапа этой программы. В этой программе 5 этапов. Что касается второго этапа, слава богу, здесь все выводы сделаны, да, мы сейчас идем все четко в плане. Мы никогда секрета из этого не делали. Это всегда была открытая информация о том, что с первым этапом на уровне муниципалитетов не справились главы. И именно поэтому этот вопрос был предметом не просто рассмотрения на правительстве, на совещании, которое полпред у нас проводил, но и как объект, что ли, да, для принятия решений, реализации первого этапа, и как пример, как делать не надо, на базе которого соответствующие решения по второму, по третьему этапу принимались. Сегодня, я считаю так, это уже состоявшийся факт, да, к 15 февраля первый этап у нас не закончен. Есть 2 подхода. Плюнуть на все и позволить, грубо говоря, муниципалитетам лишь бы галочку поставить, отчитаться, быстрее все это спихнуть и, соответственно, трава не расти. Нет, этого не будет. Все жилье, которое, соответственно, в рамках этапа обязаны сделать и обязаны сделать с надлежащим качеством, будет сделано, даже если мы на это потратим лишний месяц. Теперь уже без разницы, понимаете? И именно поэтому мы договорились, что комиссия, которая, собственно, была создана, которая должна проверить качество сдаваемого жилья после того, как госкомиссия отработает, и в том числе
отдельно проверить качество всего жилья вот по аварийным программам, не это, которые до раньше были, да, и капремонтов, которые уже состоялись ранее, с участием прокуратуры, мы это на правительстве определились, вся эта работа будет проведена. За каждым сегодня объектом по этой программе сегодня определен не просто конкретный, так сказать, куратор и надсмотрщик со стороны Министерства архитектуры и строительства, но и сам руководитель правительства, его заместители, мой заместитель, разбито все теперь по соответствующим муниципалитетам, лично будут отвечать за контроль за ходом реализации этой программы. Что касается решений в отношении тех должностных лиц, которые допустили такую ситуацию, то мы, если уж что-то произносим, то не для того, чтобы там погремушкой пощелкать. И соответствующие выводы со стороны глав муниципалитетов для себя, в общем-то, сделаны. Кто-то из них уже вот в отставку подал. И, соответственно, это не пустой звук. Я всегда говорю, что в этой ситуации надо в первую очередь оценить должностному лицу на уровне муниципалитета, насколько он готов справляться с сегодняшними вызовами. Я всегда им говорю, я же вас не к батарее наручниками пристегнул. Вы туда шли осознанно. Если, соответственно, можете, готовы справляться, это одна ситуация. Поможем, там, окажем содействие. Не можешь, нет, ну чего мучить себя и других? Самое-то главное, жителей. Все, значит, надо принимать решения, если ты ответственное лицо. Такие решения вот принимаются. На последнем ряду, да. Добрый вечер, Вячеслав Михайлович, газета «Май Воркута», Тимофей Гончарук. У меня два вопроса, если позволите. Первый. В прошлом году город вошел в арктическую зону. По городу поползли слухи о том, что вырастут северные, увеличатся зарплаты, вырастут цены вместе с этим. Не секрет, что население города снижается постоянно. Вот такой вопрос. Кто будет жить в этой арктической зоне, да, если мы постоянно видим снижение населения? И есть ли понимание конкретно, что получит население? Какие-то повышенные районные коэффициенты, северные коэффициенты. И второй вопрос, если позволите. Игорь Шпектор выступил с инициативой увольнять мэров за плохую уборку дорог от снега. Вы, как жители республики, довольны качеством уборки дорог? И насколько вы согласны вот с этой инициативой? Спасибо. Ну, начну от последнего. Да? Ну, с таким же успехом, в принципе, можно предложить там, снимать мэра и любое должностное лицо за любое действие, которое лежит на нем как функционал. Ну что, только уборка дорог, что ли, на нем лежит? Во всем должен быть здравый смысл. Это первое. Второе. Сегодняшнее состояние в целом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства как составной части. Это ведь касается не только уборки снега. Снег сходит, что у нас и в каком виде после этого, в виде уборки наших территорий, наших поселений, тоже вызывает много вопросов. И здесь, на самом деле, на мой взгляд, вопрос заключается в другом. Каким образом нам установить систему общую, на самом деле, для каждого муниципалитета, в целом для республики, которая бы, с одной стороны, не позволяла вот недобросовестным образом исполнять те обязанности, которые население возлагает на муниципальную власть, на власть республиканскую, а с другой стороны создавала бы условия для того, чтобы исполнение этих обязанностей было бы в том числе эффективным и возможным. Что я имею в виду? Вот возвращаясь к проблеме чистоты на улице. Вы понимаете, мы все взрослые люди, я вот общаюсь в том числе с журналистами, которые в течение года здесь встречаемся, уже приводил пример относительно, например, как Сыктывкара. Да мы можем с утра до вечера господина Поздеева в бараний рог сгребать, и у него все жилищно-коммунальное хозяйство будет пылесосить наши улицы, но если после этого
Наша же молодежь выходит на эти улицы и ведет себя, извиняюсь, по-скотски, то никаких ни ресурсов, ни сил, никакого не хватит. Поэтому, возвращаясь к мысли, что должна быть политика кнута и пряника. С одной стороны, необходимо добиваться того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство отрабатывало свое, как положено, да, и все, что касается вот этого муниципального заказа. А с другой стороны, ужесточать те меры наказания, которые должны нести те люди, организации и так далее, которые допускают, грубо говоря, свинячество на наших с вами улицах или даже прилегающих территориях. Вы посмотрите, что с несанкционированными свалками делается. Это кто? Жилищно-коммунальное хозяйство, что ли, валит? Да нет, конечно. Начинать надо всегда с себя. Вот если я, проходя по улице, дам по рукам этому молодому балбесу, который окурок куда-то щелкнул или бутылку кинул, тогда я имею моральное право, в том числе и с кого-то там требовать такого же подхода. Если этого нет, то чего мы ожидаем-то? Один в поле не воин. Такого не бывает. А возвращаясь к теме Арктики, то действительно мы большую очень работу проделали для того, чтобы Воркута попала в арктическую зону. Это общефедеральное решение, которое арктическую зону установило. И, конечно, здесь вот смысл этой работы, которую мы проводили, он делится на две части. Первое – это создание условий для устойчивого развития и функционирования воркутинского промышленного и социокультурного узла. В себя это включает комплексное понятие. Это возможность развития экономики, это и транспортная доступность, да, расширение его возможностей. Это и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, системы подготовки кадров и так далее. Для чего? Для того, чтобы действительно вот Воркута могла бы считаться одним из форпостов захода на эффективное развитие Арктики. И программу, которую мы общереспубликанскую себя утвердили, она направлена именно на это. А это значит, что базовые вещи, которые этой программой обеспечиваются на нашем уровне, это комфортность проживания людей на территории, сказать, МАГО Воркута и Воркутинского промузла, и возможность там трудиться и достойно проживать. А есть вторая часть значит, этого вопроса, который в большей степени имеет, с моей точки зрения, отношение к федеральной власти, и которую мы как задачу для себя поставили, будем отрабатывать. И заключается она в очень простой вещи, что для того, что, если мы понимаем, что Арктика нужна, что Воркута это один из форпостов захода туда, да, который дает возможность этого активно развивать промышленность, соответственно, рабочие места, налоговые там, поступления и так далее, все, что с этим связано. Но можно ли в сегодняшних условиях, вы абсолютно правильно сказали, население-то уезжает, потому что оно не видит для себя стимулов оставаться там. Вот можно ли в существующих сегодня условиях решить эту задачу? Если не изменить подходы к стимулированию профессиональных кадров оставаться там, жить, работать и в том числе приезжать из-за пределов республики, как когда-то. На мой взгляд, нет. Это означает, что мы должны выработать предложения по решению на федеральном уровне, которые бы действительно ввели бы новый комплекс стимулирования вот таких профессиональных кадров для жизни и работы в условиях арктической зоны. А это может и должно быть, на мой взгляд, да, пересмотр вот этого социального блока, да, обеспеченности и защищенности таких людей. Это действительно может быть и вопрос повышенного там какого-то арктического коэффициента, это может быть вопрос каких-то других подходов к пенсионному обеспечению, да, или право на переселение в другом виде. Здесь это может быть достаточно широкий комплекс вопросов, которые нам надо вместе, кстати говоря, с теми же воркутинцами выработать как предложение и, так сказать, отстоять на федеральном уровне. Потому что если мы это не сделаем, то никакие наши решения по изменению инфраструктуры Воркуты
ничего не решат. Люди действительно, они там не будут видеть смысла для себя оставаться. То есть вот этот блок очень важен. Поэтому все, что касается новых подходов к социальной защите живущих там, да, даже неправильно сказал, не социальной защите, а вот этим социальным стимулам для проживания и работы там, это наша первоочередная задача, которую мы с вами должны выработать и реализовать. Так что вот так вот это выглядит. Коллеги, девушка в третьем ряду. Простите, пожалуйста, Светлана, у вас была возможность 2 вопроса. Давайте дадим другим. Информационное агентство БНКОМи, Елизавета Мелехова. С 1 мая все управляющие компании должны будут работать только по лицензии. Процедура получения лицензии достаточно сложная. В связи с этим возникает опасение, что коммунальщиков в республике станет меньше. Скажите, разработана ли какая-то схема для тех случаев, если останутся незакрытыми территориями, кто будет для них убираться? Безусловно, мы понимаем это, и это, собственно, не секрет, и Министерство архитектуры и строительства до тех пор, пока не вступило, так сказать, в полную силу, или как это, в полную производственную мощность комитет наш республиканский по жилищно-коммунальному хозяйству отрабатывает это. Но вот как раз сегодня пресс-конференция закончится, и мы будем заслушивать защиту планов на текущий год у Минарстрой, как раз у комитета по ЖКХ, в числе которых будут докладывать, никаким образом сегодня проработан вопрос по возможному реагированию правительства, да, на то, если окажется такая ситуация, что какие-то не отлицензированные управляющие компании оставят необслуживаемый жилой фонд. То есть это вопрос рабочий, он на контроле у соответствующих ведомств. Как раз сегодня мы послушаем, какие там решения будут предложены. Коллеги, у нас осталось несколько минут. Давайте 2 последних вопроса. Крайний ряд. Вот, да. Издательский дом Коми, газета Коми, Вячеслав Попов. У меня вот такой, Вячеслав Михайлович, к вам вопрос. Вчерашнего дня у нас объявлен набор на новый кадровый резерв управленческих кадров Республики Коми. Будет он месяц длиться. И хотелось вот в связи с этим спросить, кадровый резерв, который был сформирован в Республике Коми в 2012 году, какова ваша точка зрения, как он проработан, и какие будут пожелания для будущих, скажем так, кандидатов на должности, которые пройдут отбор конкурсный, и вполне возможно попадут в кадровый резерв и вполне возможно займут какие-то ключевые позиции в Республике Коми. Спасибо. Если я правильно понял вопрос, как я вообще, по сути, к кадровому резерву отношусь? Ваше мнение, работает ли кадровый резерв в Республике Коми? Конечно. Работает, и более того, я хочу сказать, что если посмотреть даже по высшим должностным лицам и по структуре сегодняшнего правительства, то значимая часть из тех назначений, которые состоялись, они состоялись как раз на основе кадрового резерва, который у нас был. Но это касается не только этого уровня власти, да, и, соответственно, и муниципального, и там звена управленческого на уровне органов исполнительной власти. В принципе, 100% реализация кадрового резерва, вот в смысле обязательного, да, там, заполнения на уровне властных каких-то вот решений, его в жизни не бывает, но ведь в первую очередь кадровый резерв – это возможность проявить себя самому претенденту, и не обязательно реализовав себя именно в этой области, да, там, того же государственного управления. Потому что, в первую очередь, это возможность там, сгруппироваться, самому себе доказать, что ты можешь, что ты попал, и дальше можешь быть реализован. И во многом это потом зависит от того, числишься ли ты просто в резерве, или все-таки принимаешь участие активное, да, в работе тех проектов, которые у нас там по линии этого кадрового резерва идут. Мы же стараемся привлекать, вовлекать в такую текущую деятельность этот кадровый резерв, в том числе проходя определенную практику в министерствах, ведомствах и так далее. Это позволяет сделать потом в дальнейшем
уже более такой объективный вывод, на самом деле, годится человек на какую-то вот позицию или не годится, которую там заявляет. Но в целом я оцениваю его не просто как рабочий, а достаточно эффективный этот проект. Коллеги, предлагаю переместиться. А вот прошу прощения. Да. Надежда, возьмите, пожалуйста, микрофон. Вячеслав Михайлович, в 2015 году заканчивается программа, существующая по переселению северян. Будет ли она иметь продолжение какое-то свое? Вы имеете в виду федеральный закон вот этот, да? Да. Ну, пока никто не ставил вопрос о том, что эта программа должна там прекратить свое действие. Более того, я напомню, что нам там путем героических усилий, но удалось на этот год в 3 раза увеличить суммы, восстановить, да, которые на реализацию этого закона Федерация направляет. Потому что в прошлом году там 450 миллионов мы опять имели, в этом году опять 1,5 миллиарда. То есть это как минимум там 3, почти в 4 раза количество семей там обеспечено. Поэтому пока все идет в штатном режиме. Ну, коли был такой короткий ответ, Алексей, я видел руку. Давайте тогда закончим на... Алексей, возьми, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Добрый день, Вячеслав Михайлович. Агентство Коминформ. Ну, просто раз уж Светлана не задала уточняющий вопрос, то задам я. Вы как раз говорили по программе по переселению, и сказали, что один из глав подал в отставку. Вот если не секрет, то кто и стоит ли ждать еще отставку? Спасибо. Я первое, что я хотел сказать, у нас не самоцель отставки глав. У нас цель – это сделать нашу общую работу и республиканского, и муниципального уровня более эффективной. Я уже говорил, что основная цель – это задуматься каждому должностному лицу, соответствует он вызовам сегодняшнего времени или нет, а не кровь там какую-то пустить. Поэтому, если говорить проще, никакого плана по отставке глав не существует. Вот. Ну а что касается там конкретики этого вопроса, то вот мне доложили, что сегодня, что глава Печоры подал в отставку. Коллеги, спасибо вам большое за участие. Я предлагаю на этом нашу сегодняшнюю пресс-конференцию закончить. Мы обязательно скажем, дадим вам статистические данные и по видео проговорим после. Вячеслав Михайлович. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Я действительно искренне вам благодарен и за сегодняшнюю возможность пообщаться, ну и самое главное, за ту работу, которую вы все вели в 2014 году и по освещению того, как выглядит жизнь в республике. Во многом я считаю, что наш тематический год, в том числе, да, год здоровья, удался благодаря, опять же, вашей позиции, которую вы, собственно, доносили до жителей республики. И я искренне вам благодарен за все, что вы для республики делаете. Спасибо, ну и до новых встреч. Спасибо большое. Каждую среду в 20:00 личный прием. 4 февраля в студии личного приема руководитель администрации Сысольского района Роман Носков. Звоните в прямой эфир. Свои вопросы вы можете оставить на автоответчике 46 90 49 и в группе телеканала Юрган ВКонтакте. Готово. Они были молоды, полны надежд и смело смотрели в будущее. Ниночка, приглашай Леню. Но водоворот событий не оставил шансов на счастливую жизнь. Судьба семьи и судьба страны. Оставить под угрозу страну. Какую к дьяволу страну? Кинороман «Московская сага» на Юргане. За Русь святую! Она прошла через хаос. Как вас звать-то? Ксения. И обрела любовь. Но судьба Отечества оказалась важнее.
его тащите? Герой войны. Слезы жены генерала, которого вы растерзали. «Багровый цвет снегопада». Историческая драма на Юргане. На телеканале Юрган специальный выпуск «Времени новостей». Меня зовут Александра Маркина. Добрый день. Центральное событие сегодняшнего дня – большая пресс-конференция Вячеслава Гайзера. Телеканал Юрган транслировал ее в прямом эфире. У жителей Коми была возможность услышать мнение главы республики по наиболее актуальным вопросам. Отметим, что на вопросы журналистов, они представляли республиканский районный СМИ, руководитель региона отвечал 2 часа. На пресс-конференции присутствовал и мой коллега Роман Истомин. Сейчас он на прямой связи со студией и готов рассказать об основных заявлениях, сделанных Вячеславом Гайзером. Итак, Роман, добрый день. Какие важные заявления прозвучали во время пресс-конференции? Спасибо, Александра. Только что закончилась пресс-конференция. Длилась она примерно 2 часа. Началась в 12:05. И вот последнее громкое заявление, которое вы все прекрасно слышали, это глава официально подтвердил отставку главы Печорского района Виктора Николаева. Причина – неудовлетворительные результаты, связанные с планами по капстроительству. Что касается этой пресс-конференции, основные темы, естественно, связаны с нынешними новыми финансовыми, экономическими, с нынешним экономическим положением республики. Глава признал, что положение региона непростое, и в нынешних условиях многое будет зависеть от действия каждого конкретного и чиновника, и жителей республики. Помощи, полагаться на федерацию все-таки не стоит, и надо вырабатывать свой антикризисный план. Напомним, все ожидают, что такой план у республики появится уже в этом месяце, в 20-х числах. Глава сделал упор на то, что глава еще раз заверил, что все начатые проекты, которые республика объявила, это и строительство бассейна в Сыктывкаре, и строительство Ледового дворца в Эжве, все они будут завершены точно в срок, и в случае необходимости республика будет рассматривать возможность о перегруппировке финансовых средств из проекта в проект. Но регион не отказывается от своих обязательств и будет четко выполнять их в срок. Республика, несмотря на непростую экономическую ситуацию, принимает меры по снижению стоимости квадратного метра. Важно также, что даже несмотря на всю эту ситуацию, производственные мощности у региона только наращиваются. И буквально сразу после этой пресс-конференции, уже сегодня вечером, глава вылетает в Усинск, а дальше в Ленинском округе примет участие в презентации новых мощностей компании «Лукойл». Вообще, надо сказать, что несмотря на новые экономические условия, все и нефтяники, и производственники, которые представлены в регионе, не ставят планы по сокращению мощностей, а делают план наперед только о наращивании. В частности, сегодня упоминалась и компания «Интауголь», которую в прошлом году, напомним, республика взяла
под свою опеку у неэффективного собственника. И прозвучало вполне конкретное заявление, что Интауголь останется под опекой региона до тех пор, пока не найдется адекватный хозяйственник, который продолжит работать с этим предприятием. Но, опять же, это сигнал ко всем производственникам, ко всем компаниям, что впредь регион будет жестко контролировать каждое движение, каждую копеечку, особенно если речь идет о градообразующих предприятиях. Не обошел глава и тему года патриотизма. Он пояснил еще раз для всех сомневающихся, что объявление годом патриотизма именно это не желание удариться в пропаганду, а следствие того, что жители республики реагировали именно таким образом на актуальные события. И вот прозвучала такая цитата, что здоровый патриотизм – это важное понятие для всех. И вот то, что некоторые общественники принимают активное участие и по-своему понимают год патриотизма, имеется в виду автопробег, который стартовал 2 недели назад и продолжится уже на этой неделе в некоторых городах, это всего лишь, так сказать, правильное понимание как раз общественности. Вот Санкт-Петербург заинтересовался планами региона по возможному внедрению новых технологий. Глава заверил, что у нас есть потенциал и для биотехнологий, и для IT-технологий. Просто, возможно, сейчас не сложилась пока соответствующая экономическая конъюнктура. Ну и по бюджету следующего года, который уже принят нашим Госсоветом, пока речи не идет о сокращении. Просто, возможно, некоторые статьи надо будет пересмотреть с точки зрения эффективности. Впрочем, это касается и многих других бюджетов муниципального уровня. Но такой подход в плане эффективности и контроля за расходами средств, он происходил, и задача ставилась всегда. Ну вот, пожалуй, вот все, что я вам успеваю сообщить, Александра. Что ж, спасибо, Роман. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Роман Истомин. Он рассказал об основных заявлениях, которые прозвучали сегодня на большой пресс-конференции Вячеслава Гайзера. Но у меня к этому часу все. Следующий выпуск новостей уже меньше, чем через полчаса на Ком.языке. Его проведет Константин Куратов. Не пропустите. Здравствуйте, вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случаи из практики». Меня зовут Ярослав Орешкин. Сегодня в программе мы поговорим о йоге. Все наверняка не расслышали об этом. Некоторые даже пытались пробовать, и лишь избранные шли до конца. Все, что вы хотели знать о йоге, но боялись спросить, мы обсудим сегодня с моей гостьей Евгенией Екишевой, преподавателем йоги. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Когда вы решили заниматься йогой? Вопрос очень интересный, Ярослав. Дело в том, что я ничего не решала. Я была еще девочкой, в школе еще училась. И я просто искала какие-то способы, вот чем бы мне еще позаниматься. Я занималась атлетикой, а это меня не устраивало до конца. И мне попался в руки журнал. Если я не ошибаюсь, это была «Наука и жизнь». Был такой замечательный, популярный журнал. И в этом журнале была статья о йоге. И я начала заниматься. Я начала заниматься по картинкам. Так начали многие. И там была... Там были вот эти вот асаны там были да? асаны, да, там были индусы в асанах. И там был текст, очень хороший текст. Я занималась биологией, ходила на всякие олимпиады. То есть такая боевая молодость у меня была соответствующая. Мне было понятно, что там пишут, как это все влияет и действует.
И я очень хорошо помню, что я испытала, когда я вошла в свою первую асану. И вот это впечатление, оно осталось во мне на всю жизнь. Я испытала состояние устойчивости, которое мне очень нужно было тогда, ну, по моей ситуации. Там, делаешь что к экзаменам, там, естественно, у любого подростка в семье бывают какие-то отношения свои с родителями, не всегда очень мирные. И меня это вытащило тогда в первый раз. Вы занимались какой йогой? Сейчас вот вы человек опытный в этом Никакой, отношении. йога и йога. Это был конец 70-х, начало 80-х годов. Какие виды, какие стили, тогда никто этого ничего не знал. Занимались просто той йогой, которая вообще была доступна, и все было запрещено. А сейчас? Сейчас какие есть вот основные стили или направления в йоге? Если мы говорим о фитнес-йоге, то йоге, которая преподается у нас в клубах, в йога-студиях, то есть определенные направления, связанные обычно с методами, которыми йога преподается. Это не разная йога, это разные методы ее освоения. То есть это разный путь освоения. Какие есть методы? Вот я знаю, есть хатха, есть айнгара, я больше ничего не знаю, но есть, я уверен. Ну да, если мы посмотрим на расписание любого нормального полноценного фитнес-центра или йога-студии, то мы увидим там хатха-йогу. Считается, что это менее динамическая йога, более адаптированная для людей с какими-то особенностями здоровья, так скажем. То есть это на хатхи-йоге вас не заставит упасть и отжаться сразу, так сказать, вот. Как хорошо. Непосредственно. Вот. Но это иллюзия на самом деле, потому что на самом деле исторически хатха-йога это база. То есть на самом деле сначала исторически возникла в средневековой Индии хатха-йога. Она возникла как практика духовная, конечно, в соединении с физической практикой. То есть если мы посмотрим на историю йоги, ей же очень много тысяч лет. Но историческая йога — это одно, какие-то базовые тексты древние, они ведь не говорят о физкультуре йогов, вы не найдете там ничего об асанах и так далее. Вы найдете там 4 базовые формы для медитации. Все. То есть это очень статическая была практика, люди искали Бога своим, ну, не Бога на самом деле, нет, они пытались прийти в сознание. Понятно, но это больше уже такое философское течение. Это и есть философское течение. Вообще йога — это философия. Для большинства людей, которые приходят в тренажерный зал, фитнес-центр, но когда йога в 20 веке возродилась, она в самой Индии сначала возродилась, потому что в Средневековье там мусульманское владычество было, потом было английское, вы сами знаете, да, вот период, когда Индия была колонией, это все в самой Индии глубоко завяло, честно говоря. А в 20 веке появились люди, учителя йоги, которые нашли старые тексты, стали их комментировать, стали практиковать. Потом эта практика пришла в Европу, то есть ее просто привезли, вывезли в Европу. Ну, разные истории и так далее. Вот в зависимости от того, кто вывез и кто чему научил, вот возникли различные стили. То есть человек, когда он приходит в тренажерный зал, фитнес-центр, чего ему ожидать, когда он видит, скажем, хатха-йогу? Вот я прихожу и думаю, так, мне надо на йогу. И мне говорят, выбирайте, вот 1, 2, 3, 4. Это наиболее классический вариант. Более-менее спокойная йога, которая, ну, она, темп достаточно такой средний. То есть вас не заставит очень динамически заниматься до переутомления. Какая еще есть? Есть аштанга-виньяса, такой метод. Вот он очень тяжелый физически. Очень хороший метод, замечательный. У нас есть центры, у нас нет в городе. Есть в Москве аштанга-виньяса. Но это когда не отдельно делается асана 1, асана 2, асана 3, а это все в едином потоке. То есть вы делаете одно, потом оно переходит в другую позицию, абсолютно. потом Вся тренировка — это сплошное непрерывное движение, причем через упал, отжался. Вот ну, условно говоря, да. Требующее хорошей физической подготовки. При хорошей физической подготовке. Вот мой метод, который я преподаю, частично аштанга-виньяса у нас в основе есть. То есть я соединяю асаны динамическими переходами. Все перетекает одно в другое. То есть вся тренировка — это единый поток движения, единый поток дыхания. Ваше направление называется так, йога-флоу. Йога-флоу. Поток йоги. Йога потока, правильно говоря. Йога-флоу, йога потока. Это метод. То есть это не какая-то особая йога. Йога, она одна. Понимаете, как математика одна, как лингвистика одна, все наши с вами как специальности. борщ, но каждая хозяйка готовит его по-своему. Ну, не совсем. Я не думаю, что здесь такой вот... Ну, это да, я так, нет. Как это, ради красного Тут словца мне надо не остановиться пожалел, и подумать, простите. но время у нас нет для этого. Дело в том, о чем мы сейчас, собственно. Мы говорим о разных направлениях и чего ожидать человеку, который приходит в тренажерный зал, в фитнес-центр. Мы начали говорить о моем направлении. Вся кулик хвалит свое болото, конечно. Но я вот искала это направление. То есть я вам говорю, что я занималась потихонечку, худо-бедно всю жизнь. В разных ситуациях меня
вытаскивала, и оздоравливала, и в стрессовых ситуациях. Человек не может кому-то помочь, если он не поможет себе сначала сам. То есть как практик образования, как инструктор. И вот последние 10 лет я непрерывно даю разные методы. Я все больше и больше к терапии. Что? Дело не в том, какой проповедуешь, в том, как в том, что ты хочешь в своей группе. Хочешь ее научить. А подождите. Не хотят. Надо спросить. Приходит человек, индивидуальное занятие, нужно знать. То есть то есть цель, у него могут быть проблемы со здоровьем, у него может быть какой-то просто динамика. Да. Из них будет. Мы не знаем, я знаю, какой будет результат.